Я сейчас буду вам давать глаголы. Кто знает перевод, не поднимает руку. А кто не знает перевод, поднимает руку и пишет перевод. Ауилен. Что? Ауилен. Не знаю. Хорошо. Аражен. Делать. Делать, строить. Аражен. Делать, канен. Аражен, строить. Зуран. Это все знают. Кто не знает аражен, запишите. Аражен. Аражен. Там что-то другое. Там другая. А, это я уже. Это я такой мастер. Она в чем нажала? Вот так? Вот так? Здравствуйте. Вообще-то говорят, что у нас занятия начинаются без 10:07. Да, Алекс? Да. Может, тогда подвинемся пораньше? Алекс, где мои глаголы? Агурен. 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 Искать. Ты Руслан? Нет, там. Таня. Запиши, пожалуйста. Агурен. А ну так и пишет. Вот. Агурен. Искать. Давай скорее, без тебя я тут пропадаю. Так, агурен. Я хочу вам дать несколько глаголов, которые вы должны точно выучить, чтобы вы могли свободно уже их знать. Так, дальше. Акшен. Акшен. Стрелял. Ловить. Ловить. Акшен. Ловить. А вот акшен. Нет, это вот этот сыр. Сколько вариантов есть в одном слове и в одной букве. Акшен. Это Ловить. Ловить. Акшен. Посадить. Арест. Акшен уже. Акшен это вот желудок. Так? Так что значений много. Но у нас в значении ловить. В значении ловить. Так. Арахшен. уметь. Арахшен. Справляться. Уметь. Так? Да, Таня, там. Арахшен. Арахшен. Я вообще вам хочу... Вот. Я хочу вам сказать. Все дело в том, если вы не будете серьезно относиться к спряжению, к склонению, вот тот, кто не постигнет спряжение и склонение, тот никогда не будет разговаривать. А? И никогда не будете говорить. И в результате что получится? Вот мы ходили и ничего не получили, и мы не разговариваем все равно и т.д. и т.п. Это будет нечестно. Потому что я, например, очень вас все время пытаюсь заставить спряжение и склонение, чтобы вы окончания, если вы не выучите эти окончания, вы составлять предложение не научитесь. Вы понимаете? А тот, кто здесь сидит без тетради и без ручки, тот приходит зря.
Понятно? Не можно ставку. А? Одну ставку. Давай. Вы уже в курсе, что мы с Земфирой Федоровной ищем ту панацею, ту золотую середину в лингвистике. И поэтому изучаем разные технологии. И вот если, когда мы слышим слово «надо учить домашние задания», всем становится плохо. Потому что это мы слышим в школе, это мы слышим везде. А как это делать, никто не говорит. Так вот, попробуйте очень простую методику. 3 минуты утром, 3 минуты вечером, но каждый день. Выберите себе время, когда вы можете себе это уделить, и попробуйте. Хоть одно слово запомнили, но каждый день. Мозг — это наши мышцы. Мышечная память, она должна потихоньку формироваться. Поэтому то, что говорит Земфира Федоровна, не переживайте, что вы сразу все не запомните. Но каждый день утром 3 минуты, вечером доведите это где-то до 15 минут, ну, когда физически будете уже готовы к этому. И тогда результаты будут колоссальные. Кстати, это очень хорошее средство от атеросклероза. Так что примите к сведению, я все Земфира Федоровна. Ребята, кто из вас может или сочинить, или достать, или украсть? Без доски мы не можем никак. Вот без доски я, например, не представляю. А может, скинемся? Их не продают. Какую? Нет, купить сейчас нет таких. Почему? Такие маленькие. А вот на подставке обыкновенная, вот такая, грубая, вот на таких подставках ножка, чтобы я могла писать. Потому что иначе очень... Купим. Будет? Я это знала. Давно что давно. Мама на холодную. А? Ну, магашки это хотаться захочешь. Почему внучка? Он с кем-то пришел. Но почему внук? Он же ребенок сам. Вообще его откуда-то знаю. Я не... Понятно. Ну все, доска будет. Тогда она будет. В общем, тогда так. Еще я хочу, чтобы вы, потому как мы вообще в основном работаем над разговорным языком, чтобы вы могли, не зная правил, не зная ничего, чтобы вы знали какие-то слова, просто, извините, тупо говоря, чтобы вы знали, это вот такое слово, и все. Потому что и в переводе он не очень-то переводится, и не очень-то, а вот так он смысл имеет. Допустим, да, значит, первое, что, куда что? Как у вас дела? Как у вас дела? Вот это запомните и между собой кому-нибудь говорите, куда что? Чтобы вы это знали. Вот у меня перечень, ну это не все, там может добавляться. Но вот чтобы это вы на всю жизнь запомнили, чтобы это с вами ходило по осетинскому разговору. Фар да хазара. Благополучие. Счастье твой дом. Благополучие твоему дому. Но слово фар не переводится, потому что как переводится? Это нечто хорошее, но это настолько хорошее, что в него вмещается все хорошее. Вот если взять сосуд и в него впихнуть все хорошее, вот это будет фарм. И каждый желает другому вот такой фарм. Фарм — это у осетин вот такое слово. И его как ты не будешь его переводить, как не будешь его впихивать в мозги, он все равно вы его не вместите, потому что это такое емкое слово. Значит, вот наш менталитет, вот этот фарм, он у нас сидит в голове. Тот, который теряет этот фарм, тот много теряет вообще по жизни. Фарм да хазара. Благополучие дома твоего. Я сказала в единственном числе, да хазара. А если это во множественном числе, вы говорите фарм ва хазар. Фарм ва хазар. Агаш, что это само по себе? Агаш, су. Агаш — это живой. Су — это иди. Живой ходи. Мне кажется, знаете это слово, когда наши аланы воевали, то жизнь была настолько коротка, что для них вот ходи живой, и монголы нападали, и все, и жизнь была настолько коротка, что вот это слово ходи живой, вот это и, наверное, есть агаш су. Вот когда ребенок рождается, раньше говорили так, сарина вот.
Сейчас уже, слава богу, дай бог спасает, сейчас уже нет такой опасности, а раньше могли терять своих детей. Врачей по помощи такой не было, и вот такое слово такое. Посмотри, здесь что-то снова. Вот первое не надо вообще уже, а вот здесь еще рядом есть в будущем, да, и еще в прошедшем и настоящем там должно быть. Вот это 3 вместе можешь, чтобы в будущем. Еще в настоящем и в прошедшем времени. Так, дальше. Раштпандаву. Прямой дороги. Прямой дороги. Тоже не переводится. Значит, это нужно запомнить. Раштпандаву. Раштпандаву. Амбалуам. Можно? Амбалуам. Так. Кутсарут. Как живут? Хоржей бажай. Это когда человек уходит, то хоржей бажай. Хоржей бажай в До множестве. свидания. Да, моя девочка. Хоржей бажай. А в переводе хорошо оставайся. Хорошо оставайся. Такой перевод. Барагон хоржах-то. Праздник. Хорошего праздника. Да. Пусть покровительствует тебе этот праздник, то есть ангел этого праздника, или вот цветы этого праздника. Барабон хоржах. Хорж – хорошее. Хоржах – это благословение. Пусть тебе благословит вот святой этого дня. Дабон хорж. Дарашон хорж. Доброе утро. Дабон хорж. Добрый день. Даижан хорж. Харжакшав. Доброй ночи. Хорошей ночи. Хоржакшав. Харжакшав. И хоржакшав. Харжакшав. Курында. Прошу тебя. Курында, прошу тебя. Курында, женюсь на тебе. Курында. Я на тебе женюсь. Курында. Так что Непарм. Непарм. А? Прости. Нет. Это потом. Апарм бросать. А напарм, это мы потом будем проходить. Вниз бросать. Напарм это напармен. Это растение. Напарм. Вера Федоровна, почему еще на бармен говорят? Бармен. Потому что неправильно говорят. Бармен. Потому что там 2 «б», и надо 2 «б» сказать. Напармен. Напармен. Опять цвета пришла. Это тоже опять нет. Это всегда нет. Это все время. Значит, смотрите. Если уж насчет бросать, то это, если, допустим, вы внизу где-то, вы в подвале, допустим, и вы говорите, ну бросьте мне вниз, парма. Ситуации. Да, это просто как слово, куда повернешь, да. А в данном случае пармен это прости меня. Прости мне, даже поточнее, это пармен, прости мне. Бахатовка. Это тоже так. Извини. Да, извините меня. Пармен. Можно без бахатовка. Просто сказать напар. А вот бахатов не скажешь. Бахатовка. Бахатовка. Это тоже мы будем потом уточнять, почему так. Хорошо, сейчас. Я до конца дойду. Кадам сауш. Куда идешь? Ну, еще добавлю кайма сауш. С кем идешь? Так, она ниже. Она ниже. Она – это отрицание. Она без ниж – это болезнь. Без болезни будь. Так, зуру широна. Говоришь, Назур Нирона. Понятно. Аждан Урша.
Или Ажданро, Ажданбурзя, Ажданбурон, Ажданин, сахар и так далее. Да, это просто потому что. Даномкуду. Манем. Лера, тебя очень я знаю. Даномынжах. Даномынжах, скажи мне свое имя. Вот эти слова вы должны знать, как и говорить так чисто и красиво, как будто вы вообще отлично говорите. Вы глаза пускайте. Так. Теперь смотрите. Мы спрягали глагол саун. Глагол саун, и в саун можно вставить любой глагол. Поэтому все глаголы, которые там у нас есть, все окончания будут точно такие же. Да. Аш саун. Говорите все вместе. Я иду. Я иду. Допустим, я иду, ну будет в дом. Я иду по заходу. Вот теперь смотрите, вот некоторые путают первое, второе, третье, сообразить. Второе еще как-нибудь. А третье, если, допустим, я вы, если не будет вы саво, допустим, Алан саво, Фатима саво, тогда он не соображает, какое это лицо, потому что нету этого вы саво. И окончание тоже не всегда улавливает. Понимаете как? Сразу вот смотрите, что надо делать. Например, аж, да? А вот кто напротив меня, визави, это д. А вот третье лицо, которого между нами нет, это уй. Аж саун. Д сауш. Уй сауш. Вот это третье лицо научитесь распознавать в грамматике, вот в письме, в выражениях. Научитесь различать третье лицо. Тогда вам будет лучше. И окончание, тогда вы будете правильнее говорить. Аж саун. Мы идем. Махсавам. Махсавам. Давайте духани. Махсавам духани. Мы идем в магазин. Мах. Давайте. Духанима. Так. Покупаем. Алханам. Будет зуб. Алханам зуб. Махсавам духанима. Алханам зуб. Давайте повторим. Махсавам духанима. Алханам зуб. Отлично. Шмах Сауд. Шмах Сауд. Давайте куда-нибудь в другое место. Давай. Мах Сауам Падма. Мах Сауам Падма. Шмах Сауд Падма. Так, Мах Сауам Падма за дровами. Шукта лашима. Шукта лашима. Шук это дрова, лашима это вести. Мах Сауам Падма Шукта лашима. Так, Мах Сауам Падма Дабаттам. Дават это черемша. Дават это черемша. Так. Вероника-то, а Вероника не хочет в лес, не идет в лес. А я сказала Вероника-та. Вот это та, а Вероника-та. А Вероника на саур падма. Не идет в лес. На саур. Да. А вот Вероника, а Лера идет в школу. Школа.
О, хорошо. Так, теперь Удобно. они не идут. Они не идут в театр. Они не идут в театр. Удобно саунс театр. Удобно саунс театр. Удобно саунс кинома. А вы знаете, вы правильно произносите. Значит, я слышу, что вы хорошо произносите. Может, это хорошо? Я не слышу вот эти... Нас разбили. Что они нас сами разбудят. Они все прекрасно поговорят. Да. Нас оставляют учить. Так что... Я не знаю. Ну ничего, мы все запишем, что это будет. Так. Шумахна сау. Хорошо. Я думаю, что это мы уже один раз проходили, по-моему. Это надо учить. Теперь приступаем к будущему времени. Но мне надо было прошедшее время. Мне надо было. Аж? Вот прошедшее. Ага, спасибо. Так. Давай. Ты чего отзаили? Так. Давайте. Аж сетен. Да. Аж насыпан. Отрицательно. Я шел быстро. Аж сыптанта. Да. А вот я сейчас вам дам глагол вместо сюда и вставляем туда этот глагол. И окончание. Так. Немножко другие ударения, поэтому да. Допустим, как? Аж кафется. Так. А мы песню не будем переводить? Да. Будем. Идешь? Ага. Ребята, что молчите? Сзади. Ашка. Да вы.
Мах, шмах, удон, кахтышты. Теперь. Так. Прошедшее время. А мы же сейчас прошедшее время. Теперь будущее время. Нет, будущее. Аж капсенан. Я буду танцевать. Аж капсенан. Так. Аж саузенан. Дым капсенан. Дым саузенан. Окончание. Обратите внимание на окончание. Саузенан. Уй капсени. Уй саузани. Шмах капсышни. Шмах саузышку. Удон капсышты. Удон саузышты. Давайте предложение составим. Аж я очень люблю танцевать. Я очень много тогда бы я сказала. Я очень люблю танцевать. Я так. А Тамик танцует очень хорошо. А Тамик танцует очень хорошо. Камик так. Камик так. Фала Руслан, Камик Руслан. Здесь должен быть Руслан, здесь вот Тимур должен быть. Они так далеко сидели, я-то имя запомнила, Руслан и Тамик, а лицо-то я не запомнила. Так, нету Тамика, присутствует Руслан. Так. Нет, Руслан и Тимур. Так. Так, я уже была. Так. Он, подождите. Фатима очень хорошо танцует. Какое это лицо? Какое это лицо? Третье лицо. Вы, Бира ваша, она очень любит танцевать. Я не буду Бира. Она очень. Очень любит танцевать. Тенгуашика. Ага. Ты много танцуешь. А вот Вова не любит танцевать. Вова не умеет танцевать. Давайте не жены, а араши. Вова ну как бы не получается. Да, и она вот, спасибо, как хорошо звучит, да? А русское слово тоже есть, я просто сейчас не могу сказать. Ну, то есть или ноги. Нараши. Вова нараши как. Да. Это тоже какое лицо это? Вот так. Хорошо. Ладно. Это тоже галопом по Европам. Но все дело в том, что у нас столько материала, за 2 месяца мы не успеем. Поэтому основная нагрузка лежит на вас в домашней работе. Это вы должны дома все это очень хорошо знать, чтобы мы здесь могли
разбирать уже предложение. Разбирать предложение. И то, что теперь касается опять же разговорной речи. Что-что? Я имею в виду, материал какой-то раздается для домашнего После задания. занятия вопросы можно? Как раз время. Да. После занятия ты уйдешь, а Земфира Федоровна, пока продолжайте. Давали лучше деньги на сервисы. Размножали бы. Сколько надо. Смотрите теперь. Вот эта часть задает вопрос в диалоге, вот эта часть дает вопрос, эта часть отвечает. Так. Так. Дарайшов. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Куда идешь? На работу. Добрый день. Нет, давайте теперь. Добрый день. Благословен будь. Марфа Гонду. Как вы? Спасибо, хорошо. Что так вяло? Почему так вяло? Добрый вечер. Мир, благополучие дому твоему. Правильно, факт Хазар. Пожалуйста, заходите. Товарищи, да. Вот, тоже можно. Здравствуйте. Шалом. Привет. Да. Удачной дороги тебе. Прямой дороги тебе. Смелее. Хосау Хоржахта. Вот. Пожалуйста. Хосау Хоржахта. Благословение Бога тебе. Хосау Хоржахта. Я опять Ничего, мы же не принесли. большое спасибо. Так. Можно к вам? Амбало. Заходи. Мне приятно тебя видеть. Манен Ахшишгону. Да он не Ахшишгону. Можно так сказать. Манен Ахшишгону, да он так тоже можно сказать. Как живете? Спасибо очень хорошо. Так. Ну, праздником тебя. Ну, правильный вопрос. Ну, сай. Запишите у себя сай. Ну, с праздником тебя. Сай, Барагон Хоржахта, вот. Мы уже говорили тоже об этом. Покровитель этого праздника, пусть покровительствует тебе Барагон Хоржахта, вот. Барагон Хоржахта, вот. Так, мальчикам. Мальчики где? Кто на последней парте сидит, тот плохо учится. Так. Вам вопрос, мальчики. Вам вопрос, а ты отвечаешь. Да? Да. Так. Называйте свои имена. Алан. Два Алана. Так. Ты спрашивай
Как тебя зовут? Вова. Вову спрашивай. В каком классе ты учишься? Какой класс? О, и дали что? И дали что? Окончание. Окончание. Вот теперь смотрите, ребята, еще раз напоминаю. Вопрос где, куда, окончание кам клаша, кам гороты, кам бесланов, кам окончание Куда идешь? Направление, окончание ма. С кем идешь? Окончание има. Вот это запомните вам. Где куда окончание да? Как? Где куда? Да. Окончание Окончание А дальше как? окончание направления на окончание. Пример сразу проведите, некоторые места. А? Ну, куда идешь? Сразу фразой скажите вопрос. Мы же не сразу все это. Сейчас скажу. Я Аш-Саун городма. Аш-Саун Махазарма. Аш-Саун Шимахма. А если куда идешь? Вопрос еще. Кадам Сауш. Да. Это тоже я вам дам. Эти вопросительные слова я вам тоже дам. Это тоже будет. Дальше. Аш-Саун. Да, ты говоришь. Да. В каком классе? Вопрос, Ты в школе учишься? Вопрос не задал. Окончание споткнулся. Да, споткнулся. Ты ему спроси, ты в школе учишься? Вот так. Каныш. Школае ахур каныш. Школае ахур каныш. И еще такой маленький секрет. Смотрите. Школае ахур каныш, там есть е. А есть, потому что там слово школа оканчивается на гласную букву. Школа. И когда встречаются два гласных, школа и два гласных, то в середине появляется и. Школае. Махое. Это в родительном падеже. Запомните, это когда идет вопрос где. Где? Да. Где? А вот если бы там была согласная буква, согласная, где? Город, там и нету. Там просто, вот это знаете, что когда оканчивается, ну, родительный потом пройдем, а сейчас вот по вопросу, когда где, окончание где. Так, кого, куда, где, кого, что, вот это окончание. Так. Ты отвечаешь. Да, в 10 классе. Ты в школе учишься? Да, в 10 классе. Нет, там аж нет. Просто, да, в 10 классе. Дашам класса. Дашам класса. Молодец, Дашам класса. Так, после школы куда пойдешь учиться? Я, конечно, опережаю события. Ну ладно, да? Сейчас я начну. Где она? Ладно, после 10 класса куда идешь? Учиться, я тебе помогу. Школа и пашта. Пашта. После школы. Пашта, фаш, это сзади. Да. Школа и пашта. Куда? Когда? Саузына. Кадам саузына после пашта. Кадам саузына ахур канама. Ахур канама, это тоже мы пройдем. Сейчас это просто, понимаете, я хочу, чтобы вы без правил просто знали слова, чтобы они у вас были на слуху, мы еще потом к ним будем возвращаться. Так. Так. Пришла весна. Пришла Ралову не да, но я сказала пришла.
Арсений Валза. Деревья цветут. А вот так мы все говорим и не в попад, иногда не советы. Вот мы сказали, а вы нас поправляете свои правильные. Вот это скажите, чтобы мы не запоминали неправильно. А я же не слышу. Кто ошибается, я не слышу. А я просто говорю правильно. И я исправляю. Вы исправляете. И вот последнюю нашу вот фразу, что вы сказали, что пришла весна. Да. Скажите, чтобы Валза, мы слышали ее. Арсений Валза. Балаштакалын едино. Деревья цветут. Вот видно слово «кал», да? Жаль. А я тут не сказала. Цветут. А это тоже ягода. Нет. Это мелочь. Деревья цветут. Каланс едино. Каланс. А вот слово каланс, его нельзя перевести. Можно перевести? Растение. Он в контексте не вписывается. Да, то есть расцвели, расцветают. Давайте даже прочитаем сейчас текст. Еще гордости Сейчас я до конца дойду. Сейчас дойду. Да, Жарда. Так. Душа радуется. Жарда рая. Сердце рая. Сейчас слышу сердце рая. Душа радуется. Так. Скоро появится все. Фрукты, овощи. Ну-ка. Скоро появится все. Появится хажинза, алса. Все, появится все. Алса. Скоро появится все. Да? Фрукты, халшат, овощи и так далее. Хорошо. Так, давай. Я бы хотела послушать. Вот это текст. Где, да? Где? Алекс. Да. Все. Так, еще раз. Занятия начинаются без 10:07. Давайте будем тогда приходить без 10:07. Знаете, почему опаздывать вообще нежелательно? Потому что, когда поезд выходит, тогда его и догоняют. Как хотите. Но если хотите, догоняйте, а если хотите, не хотите. Будем без 10 начинать, да? Вопросы давайте. Пока. Уже все, да? Кабул Штрасинс, вот почитай ты. Давайте я вам почитаю. Кабул Штрасин с Амондете. Ажвуй Агуртон Арду Карате. Ажвуй Агуртон Махуждараште. Шахжарит Хуве Фалманшкаште. Красиво. Радость, большую радость, радость большая от дитя, от ребенка. Какое счастье дает. Я это искала на краю света, Арба Карате. На краю неба, но это небо, да, ну давайте я тогда почитаю. Кабула ямон сайтын жинарда, баржон долафтей мазырд матахта, жардей нахаш валафтам паше, нархура ухудыш макар кабыше. Кабула ямон жардей машик, кабула ямон Масины сашик, ажай абуртон хахон волвашты, арвдиди дите шалвон нахашты. Манафта фанде, мааттин каштар, бира кудваржай наиры башта.
Гером ладином боржон кутхашай, фидел тжахан, сытан кутбажай. Уалза брашувду яхуд гахурай, не ярдит это шабус кабулай. Сахур мылракашт, сасинар сиди, оуса амон, норма кабу. Спасибо. А вот я бы аплодировала, если бы это... Abula yakın zeytin çınarında, Parşon olur kıyması tımadan. Şırdeyin kaş varattım kuşu, Nırkura uçma arkadaşı. Abula yağmur şırdeyin aşı, Abula yağmur masini saşı, Ajaya gurton hakon orbaşı, Arvdidin ciddi şabonu kaşı. Abula yağmur zeytin çınarında, Parşon olur kıyması tımadan. Şırdeyin kaş varattım kuşu, Nırkura uçma arkadaşı. Manastı fındıma açın paşa, Mira kuduarca, nayır başa, Bir onacın o barşon paşa, Kıdal kıcaktan sıkan kudu başa, Abula yağmur zeytin çınarda, Barşon olur kıyması tımadan. Şerdeyin kaş varattım kuşu, Nırkura uçma arkadaşı. Валза крышуду яхуд гахуры, Миярджи ката шабус кабуры, Сахур мылракаш сусинар сиди, Оусы амон нырма хамузи, Абула ямон зейtin шынарда, Паршон болар кıyması tımatlar. Şerdeyin kaş varattım kuşu, Nırkura uçma arkadaşı. Abula yağmur zeytin çınarda, Parşon olur kıyması tımadan. Şerdeyin kaş varattım kuşu, Nırkura uçma arkadaşı. Şerdeyin kaş varattım kuşu, Nırkura uçma arkadaşı. На самом деле я микрофон не вовремя просто выключил. Так, давайте, ребята, вам тут, да? Это слава. Должен же, чтобы на родной земле, чтобы ты пригодился со славой. Так вот божать, чтобы ты годился для того, чтобы ты славу Ну, это... А вот еще один вопрос. Есть люди, которые похожи, знали, не знали, там, что такое, там, вирус, например, на 3 страницы. Вот тут алфавит, он же читается, например, с видео, читает, да? Вот. Может быть, иногда алфавит чуть-чуть повторить, но прочти.
Вот потому что я вижу, например, может иногда проскакивать по алфавиту чтение, там или еще что-нибудь такое. Вот в этом плане еще, чтобы вот так вот пригласить. Понятно. Но я думаю, что вы еще не организовали информацию. А алфавита не было еще? Было, да? Но мы должны еще Произношение. Микрофон выключи, пожалуйста. А перевод этого на русский? Перевести, конечно, можно все, но дословно перевода нет. Дословно, Что касается... смысла. Так, когда вы пришли в первый класс, вы хотели писать сочинение, вы надо составлять писать палочки. И вот такие учителя не разрешали писать сочинения. Вот и я сейчас в роли а-ля злой училки говорю, что пока всему свое время. Значит, смотрите, что касается системы обучения. Когда было дано объявление, мы не знали, сколько человек придет, мы до сих пор не знаем, кто будет ходить, кто не будет ходить. Поэтому мы постарались сделать такой а-ля демократический подход. Все вопросы, которые вас интересуют, значит, весь объем информации, он будет дан каждому. Пока ваша задача, пока вы понимаете, мы не знаем, сколько людей, у кого есть электронный адрес, у кого нет электронного адреса, вся эта работа в процессе идет, да, изучения. Вы приходите на занятия и старайтесь запомнить автономно. Каждое занятие не должно зависеть от одного от другого. Вы пришли на третье занятие, постарайтесь запомнить то, что вам сейчас дали. Все равно вы что-то знать не будете, все равно будут вопросы, все равно будет... Пока объем информации не перегружайте свои головы. Прошло занятие, постарайтесь позаниматься, это раз. Во-вторых, вся информация у вас будет выдана. Мало того, планируется еще выход лингофонного курса, то есть это будет и книга, и аудиоверсия. Поэтому вы абсолютно спокойно старайтесь просто улавливать ту информацию. Лингофонный курс — это когда идет начитка, аудионачитка, да? То есть я читаю слова, осетинский алфавит, Как правильно, вот все, что мы проходим, я это читаю на запись, записываю, Да. и произношу правильно, и вы будете слушать и знать, как это правильно произносится. Вот. И тут же вам правила подаются. Но в книге будет более развернутые правила и более развернутые объяснения. То есть они вместе будут составлять как бы хорошее целостное, да. А вот эти курсы, почему они нужны? Чтобы понять, услышать аудиторию. Дело в том, что мы могли просто сделать вот эти лингофонные курсы, сдать и сказать, вот мы сделали наши совещания. Поэтому больше вы нам помогаете, Земфира Федоровна, вам, потому что нам нужно знать уровень, как вы усваиваете, скорость усвоения, проблемы усвоения языка. Поэтому вот эти курсы вот так и проходят. Вопросы, если у вас бывают конкретно, я вам сказала, пишите предложения по-русски, которые бы вы хотели автоматически говорить на языке. И вам, Земфира Федоровна, с удовольствием буквально может переписать, написать и сделать начитку. Вот. Ну, если хотите, еще вопросы есть? Еще есть вопрос, можно? Да. А вот учета пока здесь действительно будет набираться группа. Но, может быть, с самого первого момента все, нам распространить между нами, ну, у нас человек 30 есть, чуть меньше, вот, распространить нами алфавит. Вот чтение алфавита. Можно я вам скажу? Может быть, пока алфавит соберется, в природе существует. Есть первоисточники, есть учебники. Он есть. Мы будем разбираться. Нет, ну как Нет, пока? у нас уже Он был. есть, алфавит. Как вас зовут? Нателла. Нателла. Мы уже дали алфавит. Там несколько Здесь, да? несколько букв осетинского алфавита, которых нет в русском алфавите. Мы это уже дали. Ну, так, Но это не еще, нужно. понимаете, это то, что еще пойдет в бумажках. Мы просто, это еще будет. Но мы это прошли в смысле звукового. Мы это уже звуково прошли. Но я вам говорю, если вы можете прийти раньше, я всегда здесь буду с половины 7, я почти всегда буду. Здесь только сейчас у нас есть идеальный мальчик Азамат, его просто здесь нет. Когда он приедет, он будет здесь, и я буду приходить, просто тут закрыто. А когда он приедет, я буду приходить, может быть, на час раньше, кому надо, без всякого стеснения, кому нужна моя помощь. Я могу прийти раньше, я не работаю, я ничего не делаю. Я только вот эти... Она только пишет книги и научной работы. А как ты как не делаешь? Да, что и научной работы. И я всегда буду помогать. Вы, кстати, запишите мой телефон, если кому... Даже по телефону вопрос есть.
Можете задать. Оно-то не мешает. Насчет электронной почты. Я, знаете, что хотела сказать вам? Дело в том, что пока вот человек, который отвечает за технику, он в отъезде на конференции, да, чужая техника, я не могу туда ходить, да? То есть до вторника я вам обещаю рассылку сделать. Если у вас есть электронный адрес. А еще лучше, знаете, как давайте сделаем? Я всем скину, ну, видите, я просто боюсь, что если кто-нибудь из вас неправильно мне написал свой email, да, я не туда отправлю. Все написали правильно? Тогда до вторника рассылка будет однозначно. То есть технические паузы. Ничего? А как ваш Телефон 8 918 831 8806. Скажете, что я вот с курса вы. Дальше. Давайте. Спасибо, извините. Спасибо. Ну все. Спасибо, до свидания. Земфира Федоровна. Слово грех как переводится на российский язык? Грех? Грех, ошибка, ошибки, грехи. Сейчас. Карина. 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 Еще слово есть.